Глубокие реки текут неторопко. Староверы из одной, поперечники из второй, а мирские из третьей миски на стол ставят и спрашивают, ты поперечный, старовер или мирской? Мирской, который табак курит, не крещеный, это называется мирской человек. А поперечный тот ни к тем не касается, ни этим не касается, и своей отдельно должен кушать миски. А старовер тот старовер. Раньше в каждом доме 12 человек, 10 человек, дубины, эки, все бабы, девки, мужики, молодки. Нынче 16 человек по одному человеку живут. 16. Да 16 человек по 2 человека живут в доме. И жить некому будет. И зарастут ваши нивы, мама говорила опять. Зарастут ваши нивы. Заросли. Левкинская пуста, Розовская пуста, Верховская пуста, Никоновская пуста, Пилкинская пуста. 5 деревень пустых стали на Пижму. А раньше все люди жили. Вера кончилась. Все. Ну вот и готовы ехать. Другом я вчера сидел, зрена смертная сидел. Будем не уходим, не далеко. Плоть мою в гроб кладу, да душу в суд веду. Сейчас ты простите меня, грешно. Бог тебя простит и благословит. Простите душу усопших раб своих. Простите Душа усопших раб своих. душу. Всех родных родителей. Всех, что... Родителей. Преподобный Отче, поистине великий, моли Бога о нас. Божий ты за пищи добродетельно украшенных плоды чудесными облагу, хвали Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. свое сердце, начальник бесчерного состава, отче, наказуя учение, ща Да. И ныне, пресные, во веки веков. Аминь. Вот у нас бабушка была тоже Богу молилась, так на виду тогда иконы нельзя было держать, так в погребу молились. Что ли запрещено было молиться, чтобы иконы были? Если увидят иконы, так отобирали. И ничего и не сделаешь, возьмут, положат себе в портфель, да все. Сергеевна? Рот, ты что, мне звонила? Ну, я тут на панафиду. Я на... Музыка? Я на панафиду вверху. Да-да-да. А покой Господи, душа усопших раб своих. Марфы, Васы, Феодосии, Александре, Александре, Марины, Ульяны, Ксении, и Христине, Клавдии, Виссариона, Савы, Федора, Кастора, Калистрата, Екатерины, Пелагеи, Ксении, Устины, Васы, Татьяны, Матроны, Устины, Василины, Стефаниды, Ирины, Евдокии. У меня уж никого нету, ни мамы, ни папы, ни тети, ни дяди, ни брата, ни сестры, одна я. 11 нас было, да все бы умерли, а одна я осталась завершающая. Батюш не 1000 сошила я их. Черную будто молиться, а белую надо в гроб положить. Пока мы тут такие вот по 60
65, по 70, по 75, еще вот люди такие есть более-менее, они держим эту веру. А вот потом-то умрем все, так не знаю, что тут будет. Уж со мной к судье идешь, что мне судья речет, то горе мне, о горе мне великое, милости не будет, не помилуй Елеса, о горе мне, о горе мне великое. Одна бабушка это делала, заказала себе гроб. Она все живет, гроб уже ложится, он не влезает, всем предлагает, и никто не покупает. Вот все понимаю. Кого хоронят, сразу в тот столбик и икону заделывают. А нынче все иконы эти, ни в одном столбике нету, все украшены. Пить-то хотят, а пить-то денег-то нынче не робят, так деньги-то не получают. Но пропоиться ли надо, дело украсть. Только что нынче икон-то не стало, так нету воровать-то. А вы вставаете, братцы, поутру вставай до раней, нико. Ой, умываетесь, братцы, раннею трену, ой, да росою. Умывайтесь, братцы, рано утренну и до росу. Ой-ой, вытираетесь, братцы, тонким белым полотенцем. Вытираетесь, братцы, тонким белым полотенцем. Заедемте, брат, отсюда на высокие, да на горы. Нас было 6 сестер, так я вот одна осталась, мученица бесчастна. Все умерли. Папы нету, мамы нету, сестер нету. Так что про свое горе рассказываю, только лучше так пусть на своей душе держите. Только сама-то все про себя думаю, не знаю, тем я и живу. И людям все это не расскажешь. Так и живу, как глухонема. По морю лодочка плыла, погода тихою была, ее течением несло 3 деревяшки да весло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-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 ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Лебединшейка будет. Пусть вам 4. У кого проблемы, щитовидка нельзя. Подбородка не будет. А куда подбородок денется? Ведь это помогает. У кого проблемы, щитовидка нельзя. Не ропши на суровую долю, крест тяжелый, покорно носить. Как тут петь-то? Некогда петь-то все скакали суетой, да без путней работой. Не ропши суровую долю, крест тяжелый, покорно неси. Уповай же на Божью волю, лишь терпения, силы проси. Как петь-то, не знаю. Какой напев? Подскажи.
Давай. Ложи. Ну давай. Давай. Не падай. Будет мало что робили. У нас это не страшна работа, то это дрова пили, да дрова ковать, да косой сено косить, да. Это все у нас детская работа. Я какая коробочка новая. Индопамин. Это вот не от давления? Не найдет. Это не от От давления. чего? На инструкцию почитать. Это не от давления. Ты вот меня лучше находил. И наступит полюбить, будет счастье тогда. Верила, 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 верила я. Но никогда не поверю, что ты разлюбишь меня. Давай, раздевай шубу. Ой, Не уходи. ой. Ты много слухала. Ничего не слыхала, никуда не ходила. Тоже никуда не ходила. Даже по дешевым захлебу не ходила сегодня. Верила, верила я, но никогда не поверю, что ты разлюбишь меня. Не было правды и не будет никогда. Рыбу ловить нельзя нам по-настоящему, значит, более-менее ходы добыть себе на пропитание там, на зиму там, или на какой-то период. Какие-то будут препоны, лицензия, квота, разрешение, норма, размеры сетей, крючка, ячеи. Вылов породы рыбы только такой, такого-то размера. Ну, я вас помилуй, это куда годится мы северный край. А кому-то можно. Безобразие все равно. Кинули. Она только частично сохранится, чуть-чуть. Но со временем она, наверное, угаснет. Твое тепло, мое тепло, вот и не холодно. Пусть льется свет, и свет стихлет, пусть будет молодо. Замуж я вышла 20 лет уже. Но у меня женихов было очень много, я выбирала себе.
Я с 15 годов до 15 ни с кем же не ходила. С 15 годов мне стал первый парень. Пришел тут на лесоучастке. Вот мы с ним подружились. Мы 2 года с половиной гуляли. Но он мне не очень нравился. Я все выбирала получше. И тут опять на лесоучасток выделили, опять приехали. Тут опять мне жених подошел. Опять гулять хочет. Я говорю, ну я погуляю с тобой. С кем гулять-то надо, так то неплохой этот парень. Все, ходили, гуляли. А этот парень, как его звали-то? Я женихов-то забывать стала. Забыла, как его звали-то. Мне сказали, говорят, с ним ночевала девушка. Он с девкой спал. Ну ладно, я говорю, спал, так спал, пусть он спит. Он стал ко мне опять подходить, я говорю, ты спал? С Пелагеей спал. Мы с Пелагеей спи. Ну ладно, погулять ведь на сенокосицу не можно. Мальчик стал, схватил меня и давай по песку катать. Это катаемся. Свалил меня, да, как... То он у меня, то я на его вот так вот меня держит, да. Я говорю, ты что меня кататься? Я говорю, я не хочу кататься. Меня Василий Васильевич зовут. Давай, говорит, поженимся. А ты-то девушка нет? Я говорю, нет, я замуж вышла. Выходила, говорю. Он говорит, неужели? Я говорю, да, выходила замуж. Ничего ему не говорю. Ну ладно, говорит, замуж или не замуж, все равно ты мне нравишься. Я говорю, ну хорошо. Замуж, такой замуж. А ты мне тоже нравишься, говорю. Когда нас спать повалили, я говорю, я хотела бы с тобой 3 ночи не поспать. Он говорит, как, почему так не поспать? Я говорю, я еще девушка. Сама говорила, замуж выходила. Я говорю, ты все равно узнаешь, ведь выходила ли? Конечно, я узнаю. Но я много кое с кем ходила, да. Все он надумала. Только чтобы найти хорошего, когда девушку замуж выйти. Все в голове это было. Только чтобы девушку замуж выйти. Когда девушку выйдешь, тогда больше ценят. Целоваться-то целовали, а что ли, плохого ничего не делала. В армию ушел, мы 6 месяцев прожили с ним. Я везде гол. Тут сделала, ну ладно. Мы 3 спали на нарах. 3 нас девчонки было, девушки. Ну и был тоже тут мальчик неплохой, который из брака вышел, и у меня Укулина вышла. Вот она вышла, и он там зашел, легла, стала на меня то руку бросить, то ногу бросить. Я с ума сошла, ноги до руки стала на меня класть. Ну, пусть там уж не буду рассказывать, что. Запустила мне парня, а сама ушла тут на его место спать легла. Вот она, как меня она повела. А что я же сплю всегда в одной ночнушке, а ночнушке, как вот бьет от мужика. Ой, как я ревела, да в стену тупинала, да говорю, меня насилуют. И не знаю, кто и насилует. Даже его не вижу лица, ничего темно не видно. А я не хотела, прямо никак не хотела. Так это пинала, все. Потом у меня все решилось. Я тут и забеременела. Ну, я себя казнила, конечно. Аборт тоже не стала делать и душу убить. Я говорю, я рожу. Я говорю, мужик в армии. Она написала ему, я говорю, Василий, я беременна, можешь письма мне писать. Приехал он, мне сказали, Ванька, Маня, тебя Вася идет. Я иду, он из окна увидел, выбежал, меня схватил в охапку. Пьяный так. Ну, хоть не пьяный, веселый. Маня, да Манечка, да все меня. Я говорю, ты меня больше так не зови. Манечка, все меня Манечка. Как ты будете звать? Я говорю, просто Мария. Второго родила. А девочка, да, вот его родила мальчика. Между 2 детей. Ну, потом это приехал, он вез нас тут на лесоучасток. Я на лесоучастке 3-го родила.
другого типа мальчика. Сосили. На лесоучастке там мы говорили, я детей-то на лесоучастке потеряла обеих. Всех. Я ничего не запомнила. Я помню, что я забежала в избу, все там горит поверху. Я куда этих детей девала, ничего не помню. А потом мне уже сами стали сказывать. Ты, говорят, людей положил на снег. Мы тут кто ли взял со снега, то у них унес барак. А ты побежала в избу. Мы тебя задержали. В избе ты могла сама сгореть. Девку-то пока принесли мне в барак. Я говорю, вот это как вся кровь горела. Вся черная. Черным. Я говорю, Господи, как он горела. Стала ей раздевать. Да мы, так она беленькая, такая румяненькая, как красавица. А у меня все это детская врач приезжала, так говорит, такая говорит, красавица, такая белая, да румяная, так и думаю, что она жива. Да она, наверное, жива и была. Нигде, говорит, ни одного пятнышка не вижу. А когда их хоронили, так она, там далеко, говорят, все слышали, мама! Так эта мама закричала. Еще 7 родила. После пожара была Люда, потом Тима, потом Саша, потом Ангелина, Ирина Нычана, потом Инна, потом Игорь, потом Гоша, Георгий. Захожу в магазин «Север», или как называется-то, промтоварный-то, под сельпо-то. А там у них беспроигрышная лотерея. Ага, второй день еще смотрю, люди все идут, билетики покупают, 35 рублей билет. Значит, взяла, купила билетик. Мне набор семян, как будто знаешь, что мне вот надо, вот я собралась покупать семена, астры. Говорю, надо ведь время уже, садить их пора. И мне надо же это... На эту лотерею я выиграла этот набор семян. Бу! Так обрадовалась, пошла. Я говорю, во, не зря. Как бы заинтересовалась, и что, могут сходить. Там у них даже есть в это чайники электро. Да. Вазы хрустальные. Сказала мне, какие. Все, всякое там у них. И смотрю, люди все это играют в лотерею. Так что сходи. Не пожалеешь. Ну ладно. Пока. Мне всю жизнь Бог наказывает, а на этом я помешалась. Я все люблю старинно, все люблю очень красиво. И вот какая лопатина у меня есть. Ходить в праздники большие, Пасху, Благовещение, Рождество. Я все это хожу. Вот пошла в клуб и эти одела. Они тоже матерчатые бывали, но они уж такие выношены, но они целые еще этими стати. И видишь, какие ластовицы золотые, и эти пуговки золотые, прелесть какая. Сиренево-зеленым. Вот это все золото прежно. Вот видишь, все. Это все каймы оббито еще золотом. Это прежно сейчас 100 годовало. У меня все старинно. Тут я чудной бабы здесь. Даже матерчатых у меня ластовиц нету, не то, что сарафан в рукавах. Фотографировали и на календарь. И приедут такие тупые, сфотографировали на календарь. А тут я сколько нарядов, поди сфотографирует, кто ли. Я Богу молюсь, я все время молитву творю, все время Богу преподаю, потому что меня все Бог наказывает. Я столько похоронила, и я только на Бога надеюсь. Да вот праздники, да, в такое время я наряжусь и схожу, делаю, попою с кем-то женщинами, новый раз поплачу. Часто нынче дома плачу новый раз. Обида такая берет. Я 4 сына похоронила, да 2 мужа на 100%. Такие у меня были удары, так я не знаю. Мне много уже говорили, как ты это все перенесла, как ты... Я вот этим сама себе это все перенесла. Все мне это посылали, я все это шила тихонько, мне устремить народ коноватый. Еще когда одна баба сказала, тебе как ли поется, что я пою, делю песни. Я говорю, да, мне поется. Не все же, говорю, мне плакать. Ты как ли это все и перенесла? А я говорю, а что же мне делать?
На небо ведь забиться, лестницы нету, могила тоже не выкопана. Я говорю, я хочу жить. Вот этим нарядом я сама себя уповала. Заводила я себе, покупала, шила тихоньку. У меня швеи были замечательные, я преподала к ним, чтобы они не разглашали, что у меня столько горя, а я шью, или готовлю. Я не буду слабости поддаваться, я не буду умирать, я все равно буду жить, я буду наряжаться, я буду ходить, я буду петь. И вот я этим живу. А, не захотел уже сразу. Смог ты ваш. Ну, доставай, давай, малышку, кушать. О, давай, вставай. Ну, вставай, давай, вставай. Ну, вставай, вставай. Кушай, ты знаешь уже свое дело. Будем молочко, ну, давай. Давай, будем молочко кушать, ну, давай. Давай, сам кушай, ну. Кушай сам молочко. О, молодец. Хороший мальчик. Легальчик, это Мирончик, это маленький. Мальчик, это маленький, у меня мужичок. Мужичок у меня маленький. Но, завергузил. Ты ж какой? Даже перестань мучать. Христос воскреса из мертвых, смертью на смерть наступи, гробным живот даровал. Христос воскрес, слышите? Христос воскрес, слышите? Ой, сейчас раз пришел, Господь, помил, прости меня грешную. Покой, Господь, душа усопшего Господа Варвары, в великом житии самого человека, что живет человек, Бог пусти из меня, вечное мученство. Небесное царство, пришедшее святое, и душам нашим полезное сосуд. Прости, мальчик. Хорошо, не болей. Хорошо, здоровый, крепкий. Мальчик, мальчик. Христос воскрес, Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Маленькая тоже. Христос воскрес. Христос воскрес. Давайте,
Нет, нет, пока не нога болит. У меня бы не болело, я бы перелетела. Ну, я знаю. Я знаю тебя, девушка. Перелетела бы как... Да. Ножка-то меня подводит. Пойди на могилу. Сейчас еще могилу чистят. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 65-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Тысячи гектар таких заливных лугов. 25 лет уже, как Ельцин пришел к власти, то ни нога не ступала больше в ней, никому ничего не надо. Возрождать хотят, да не возродить им ничего. Сейчас нету вот таких людей, чтобы работали. Сейчас одни пьяницы только, да, безработные. Сюда. Иди. Не бойся. Больше колбасу не получишь, детка. Мне да вы горем ты наводите, не влюбляйся, мое детство, на душу себе. А говорила мамка мне, да наговорила, а чтобы каждая хурьева не А говорила да бабка деду, Каспировскому поеду, установку получу, да снова замуж захочу. Я как запевать, так и помню. Ну, не, что ты, не думай. Ну, Жень, хватит. Если поймать за бутылку, а сразу Запевал им, конечно, надо полную. Лучше голосок держи. Отвлекаешь не наши, наши ой далеко, да не, наши ой далеко, да не придут вечером сюда. А друля за пермо сердце положил ключи в карман. Сам любить тебя не буду и товарищу
душу не дам. Ой-ой-ой. Все, давай, выпустите. Ну, нет? Ну, то я сейчас наливать не Не, все. ну, давай. Ну, давай. Нашей методом. Сейчас выпьем. Конечно. Ну, сиди давай. Пойдешь. Пойдешь. Быстрее, детей. Такие красавицы фотографируем без вас. Я сейчас зубы наведу. И хватит смешать тебе. А так уж мы конец от войны ждали, да господи. В лесу бродили, господи помилуй, воды. Кончилась война, к радости-то сколько было. Плакали и радовались. Плакали и радовались. Мать была со скотом, жили за 15 километров отсюда. И я жил здесь, был двухэтажный дом, где-то когда у бабки тут был. И собрали, все было еще какие-то у нас пожиточки с ней. И я пошел за 15 километров саночки, на саночке тут все собрали. Пошел сказать, что война кончилась. Они жили за 15 километров с телятами там, со скотом. И пешком распуту сходил зад-вперед. Сказал, эту вещь унес туда, радость такую сказать, что война кончилась. 6 часов выйдешь из брака, землянки были, и 6 часов только придешь вечером. И без еды. Как мы все вынесли, да как мы все перетерпели. Могли мы на свои... Хоть бы хлеба-то досыта было, хлеба-то 600 до 800 грамм. Мы еще на утро да на вечер оставим, а парни да мужики так утром съедят, то есть вечером, а утром голодом в лес. Рекой собачка лает, видишь, палочка идет. Мама в красном сарафане папу пьяного ведет. У меня брат Максим учится в Уссуленской школе, а сестра Оля ходит в садик. И мой братик Дима тоже ходит в садик. А про меня сказать забыл. А моя сестра Маша ходит в 6 класс. Ее там очень сильно обижают мальчики. Они ее учебники то по голове, то чемпаны поставят. А ты так и стоишь столбом. Москва – это столица нашей Родины. Москва – самый главный город в России. Там в Москве исчезали люди, и Москва стала не Красной площадью, а Зеленой площадью. Вот как назовешь, ушу телефон. Ай, никуда не позвонишь, никуда. Про Москву-то говорят в начальных классах.
Что еще-то я знаю по Москве? Я многое знаю, но уже не помню. Давно нам рассказывали о Москве. Хотя завис, заклинил. Ну, это потом. Ай, что еще про Москву рассказать? Ну, думай, голова, думай. Вот когда, блин, надо, не вспомнишь. Когда не надо, так все лезет. Не то. Так. Так. В Москве еще есть всякие вот животные разных видов. Ну вот, например, собаки разных пород, кошки. А у нас тут есть тоже разные породы кошек. Но собак у нас тут мало. У нас тут есть далматинец, пудель. Один на всю свою, пудель и далматинец. Много там овчарок всяких. Ничего. Я много знаю, но у меня, блин, я сейчас как бы болела, и у меня голова болит. И это... Я давно еще тогда стукнулась головой сильно. Сейчас мало что помню еще. Что я тогда упала со шкафа зимой. Ну, в начале весны. В апреле. Давно уже, в начале апреля. И сейчас это... Ну, я знаю, там... Блин, вспоминаю, я опять забываю. Конечно, я бы хотела в Москву съездить. Хотя бы на 5 минут. Увидеть. Я и без этого уже много знаю.
хозяйке очень тяжело. Все, с кем-либо поговорил так, да. И все же товарищ, а так вот все. Тяжело одному, конечно. Все как будто все не хватает, все не хватает. Такие дела вот. Я вот это пресс-то очень люблю, я, потому что у меня жизнь-то тоже такая была. Под дверь ногами сядут. Че-ли расстроюсь, спать не могу, там че-ли неприятность какая-то. Я сяду ночью пресс. И так успокоюсь на себя и усну, поприду немножко. Все равно снится. Вот, на неделе, да, хоть все равно какая-нибудь да приснится хоть раз в неделю, хоть, когда и 2 раза приснится. Все как во сне вижу, что вот с ней разговариваю. И вот снятся Василий да этот Георгий Гошина. Часто снятся, они снились, реже стали сниться. Нарядно бегают, ходят вместе. Василий от меня везде, все везде меня хватает, везде меня к собой к себе зовет. А один раз приснилось, это было, наверное, в прошлом году, зимой, в Малице у койки стоит. Проснулся. Я говорю, что тебе надо? А я, говорит, замерзла, говорит, пришла. Я говорю, что Малице так? Сейчас же не холодно на улице. И потерялась. Что-то не хватает, может, говорит, там, говорю, что ли ей? Все вроде нормально, говорю. И приснится так же, как все равно, как так и надо. Не объяснял никто, да. Никто не сказал, как там, что им там, как там им. А у меня утонул, когда 11 лет сын бегал на боржу, упал да утонул. Как мы все его жалели, он эти 11 лет всего был. Да как мы все плакали, да я каждый день я ходила, тут 2 бабки у меня были такие грамотные. Они еще молебен пели Микола, я еще молила, кормили милостивого Микола, моли Бога, мне грешность прояви раба своего Алексея. Да через месяц эти его нашли. Бог его, наверное, проявил, Микола Святитель. Тоже 2 сына погибли. Одному было еще 18, надо было в армию идти. На дом вот тут у моста пьяные ехали, да, заехали, убили, да, бросили, оставили так вот. А второй поехал на кирпичный, на танцы поехал на мотоцикле. Мотоцикл новый был купленный. И ездик с другом в деревне тоже. Тот созвал его. Тоже шофер пьяный тут в магазине спал на КамАЗе, да. Поехал и там, не доезжая мостик есть, каначи надо тут. Прямо мотоцикл заехал, да, тоже насмерть сразу второго сына. У меня все братья и сестры, все померли, все надо было суммы по нафеду петь. И певы всем делал, и всех их похоронила. 6 сестер, да, 4 брата. А меня кто захоронит? Боже милости, буди мне грешным. Создал меня, Господи, прости меня. Без числа я согрешила, Господи, прости меня грешным.
Ольга Петровна. День подходит. Магадан. Здорово. Не заходи. А ничего страшного. 20 лет, как было по неволе, моряк все плавал по морям. Вот задул же, да попутный ветер, моряк свой парус приподнял. И поднявши свой парус выше, судно быстро и понесло. Печальная песня такая. У меня судьба такая была. Поэтому я порой, когда горько на душе, я всегда запою. Это клюквенный настой. Что? Как ну? Забыла, блядь, тетя. Еще пешите не поем, потому что... Как это песня, блядь? Ну что делаешь? Не могу петь. Тут боятся, что... Да песня вся, да песня кончилась, не соленая капуста вся испортилась. Вот еще девки спела. Моя губа, я детка, могу я петь девки. Что такое?
Моя голова да вянет, как трава. С кем мы совет я удрываюсь. Песни думаю, я знаю, дать петь-то не буду. Ну-ка еще. Ты громче пой, пожалуйста, я не могу... Траве сидел. Да, вот так. Ага, так хорошо. Я знаю, почему сбиваюсь, потому что я пою вместо нее. Не надо наушники. Да, на наушники. У меня есть такие. Не такие, имею в виду. Звукозапись. Чтобы сейчас звук был Да, прям в чтобы... голове. Да, мне надо чисто, чтобы пел кто-то, я под этот, а из-за барабанов я не Потому что, сбиваюсь. смотри, нам надо каждому заткнуть уши, чтобы мы не слышали друг друга и играли все свое. А там уже мы сами в такт убиваемся. Ладно, давайте еще раз попробуем. Подождите, пальцы. Раз, два, три. В траве сидел кузнечик, совсем как огуречек, совсем как огуречек, зелененький он был. Это в клубе. День престарелых было. Им года не беда. Вот мы с Анной Аврамовной вместе. Дружина, она ходила ко мне еще мне. Ваня была начала. Начали счет, говорит счет, тот сказал, другой. Я говорю, ты куда ходишь, тут ищеришь? Так мы хорошо с ней дружили. У нас два года с ней дружили. Потерялась цепочка, она есть, только на ей, думаю, больше ни на кого. Мне кажется, никто не возьмет. Я думаю, на шуткой. Я говорю, ну, она говорит, ты что, это Анна Аврамовна, ты говоришь, шутишь или правду говоришь? Правду? Я ходила, я говорила, я никому не скажу и отдай. Кроме тебя никому твоя эта работа. Никто у меня не бывал, и никто не ходил. И как я везде искала того, так я все везде до капли перебрала, все. Я кажу, и она вот все придет, так все снимет, да, эту комодку я даже спустит. Я видала, вот точно я кажу, комодка там, и закроет. Я видала, она носила. Так, если мне цепь надо было, я тогда могла взять, когда видела. Но я говорю, Анна Аврамовна, говорю, правду, когда у тебя цепь-то потерялась. Она говорит, я говорю, когда ты последний раз носила, скажи. Я в июле, 12 июля на горку ходила, чтобы ей. А на горке-то она пьяна была. Я вообще на ней думаю, кроме ней больше никому. Да и на работу. Я говорю, Анна Аврамовна, на меня не думай, никак не думай. Говорю, зачем мне это, зачем я из-за мелочи буду портить сама себя? Если она куда-то приедет по нафига, я ухожу. Не хочу с ней вообще общаться, стоять не хочу. С барахлом щей. Он, говорю, Бог, вот у меня крест, он Бог. Если я украла твою цепь, так пусть меня Бог отнимет руку. Я крест показываю. А если ты врешь, так пусть хотел сказать, пусть у тебя язык застоится и не стало сюда. Пусть что ли с тобой сделается нынче же. Потом мне время шло, а что сделала, так ей, так она не скажет. Потом мне стала там соседка говорить, Анна Аврамовна, Ваня Анна Аврамовна чуть не умерла. Угорела, да хорошо, это Валя вытащила, ей полумертвую, так да, врачи приехали, как отводились. Вот ей сразу, а если бы я сказал, что язык остался, у нее остался язык. Вот она врет так. Я ясновидящая женщина ходила, с Сыктывкара ездила тогда. И женщина мне, ей сказала. И говорит, и она уже, говорит, ей нет, она, говорит, уже куда-то ее проводила. Она куда-либо дала, серебряно напряжена. Зашла ей на сестреница. Зашли, я тоже, я говорю, давай чай попьем. Я, говорит, пишемся, говорит, а ведь Анна Аврамовна сестреница. Мария, я, говорит, тебе хочу сказать, Анна нашла цепку тут дома. Я говорю, нашла, почему? Мне говорит, это что нашла? Мне никто не говорит, кроме тебя.
Только вот ты сказала, скажи, пусть людям помолись, когда пусть она ко мне хоть явится, она, пусть она простится, так хоть грех с тебя снимет. А то грех вот на ей осталось, не идет ведь. Не хожу к ей, не знающий. Пускай бесстыдница человек все равно носить не будет. А кому их надо? Что девки это носить будут лучше. Они не будут носить. И старинного, и главное, ничего нету, еще одна парча. Чтобы были рукава матерчат, или сарафан, или фартук, этого сроду не бывало. Не знаю. Совесть поднимется, неужели что же будет? Ничего нету, есть старинно. Зачем мы только покупали это все? Зачем? К чему? Живешь, да все, чили надо. Умрешь, да ничего не надо. Две руки вместе положат, да. Веревочкой свяжут, да. Все больше. Дорога моя, дитя любимая, а золото мое, да солнце красное. А на кого бедной, да ты оставил мне, уж как меня вдали, да горе серую, уже бездетская и все безродная, а у меня ведь нету ни сына Божьего, а у меня нету ни еще защитника, а я надеялась, да на тебя бедной, а я ведь думала, да только про тебя. А уж я всех, кто у вас, да, еще выносила, уж я ведь всех, кто у вас, да, еще выхоронила. А меня бедную, да кто будет? Уж я к кому пойду, еще поеду ли? А у меня нету ли сына Божьего, а у меня нету ли детей любимой. Сереженьке 17, Колюшке 45, а Васеньке 23 было. Дорогая моя, дитя любимая, ты моя, ты моя маленькая. Ты моя дитя, как я тебя буду забывать. Здоровайте, земляки, здоровайте уж дома. Мы бедарами, плечи с нами. Девушки бывало, выйдут на гулянку, мой сосед дала, развернет ярко, и в закросе блеска, и в глазах огонь, бланские лицо, русская гармонь. И закружит блеска, и в глазах огонь, бабушки на сосках, русская гармонь. У нас всегда веселые мы. Вы живем прекрасные. Давайте активнее. Тебе без шума и село родное, ты сохранила по-прежнему тепло. Спасибо я тебе скажу, мила, ты так прекрасно величала все. Твоя река кормилица святая, твое начало истинная рось. Твоя земля предками богата, перед тобой село я поклонюсь, перед тобой село я поклонюсь. И вместе! Пусть гармония играет, закружится кадри, пусть покажет, кто сильно, чем богата Руси. Тонет девушка в ней, не засыпает плача, озарит луч небесный, как она хороша. Песня всема! Русский высоя! Пусть гармония играет, закружится кадри, пусть
покажет пустынь, ночью пока заброси. Будет с девушком прийти, запрягает плача, а зовет уж невесты, как она хороша. Я люблю цветы. Уж не понимаю, ура, уж мусокульпу насыпала, где ли сегодня не летят. Забыли меня. Я уж умру, у меня целая подушка накоплена волос. Положить в гроб. Это большой гликоз. Вода во поле, широком раздолье, широко раздолье, ой, широком раздолье, девица гуляла. Девица нагуляла, девица гуляла, думала года. Любила я на горке ходить, любила песню петь. Оспево слышишь, создал Бог не последнюю. Широком раздолье, широком раздолье, широком раздолье, да девица гуляла. Гуляла, да думала, гадала, думала, гадала, да все я про милого, я про милого. Про милого да парня сердечного. А помните, у Максимковых-то большущая петуха была? У них какой большой лагун от квасу, так весь выпили. А гушечку-то хозяйка на захлебе вывалила. А куры те взяли, да и наклевались. Смотрит хозяйка, господи, лежат, все сдохли. Вот беда, чайно делать. Давай теребить скорее. Теребила, теребила. А пристала, бросила. А ладно, утром дотереблю. Утром выходит, а петух ревет. Кукаряку! Но вышла, а петух весь обшипанный, махалами тебе машет. Да кукаряку ревет. Кажется, куры-то наклевались, гушечки-то. Да вот и опьянели с брашки-то. Вот и все. Ах, родная меня мать. Громче. Фашист. Фашист, собака, блядь.
попить водку. Вечер. Мы прощались. А твоей щеке текла слеза. А руки улыбались. Да елки. Фу, блядь. Сам сыграй. Ты же умеешь. Сука, не матрос. Покой, Господи, душу усопшую рабу свою Марию. В великом житии сам яко человек. Ты же яко человек согрешила. Любит Бог, прости ей и помилуй. Вечной муки избави. Небесного участия причастней мучений душам нашим полезно сотвори. Все. Лишь бы помянули, а Господь все разберет. Господь все разберет. Все равно любить не буду, морда как лошадь. Ой-ой. Гитара заиграла, шум на зале затихает, разговоры, а мы танцуем сквозь опущенные шторы. Господи, ты помилуй, Господи, ты помилуй, Господи, ты. Стали же нынче какое лекарство пускать, да не знаю, поможет нет кому против алкоголя-то. Господи, ты помилуй, вот как теперь. И написано в Писании, опять же, вот и пришло. Я говорю, что в Писании писано было, что пришло. При последнем времени будет винно царство. Ну, винно царство. Куда ли повернули, дай бутылку. Куда ли сидели, дай бутылку. Куда ли пришли, то ли делали, дай бутылку. Все. Все, вот этот кончик души и все, конец. Мне так, примерно так и отрезано, чтобы на выставку веревочки эти сушить, а семечки-то, и на выставку хватать. Господи, ты помилуй, до чего дожили, до конца дожили, до конца. Больше некуда, никак жить некуда. У меня сошито все. Выставка сошита, сошитые саваны, одежда приготовлена вся, и тапочки, и все есть. Рукава и сарафан, все направлено. Выставка и крестик, и все. Готова, могу умирать.
Выделают и хватит. Там-то на всю жизнь выслужит. Ой, беда. Да, ничего не скажешь. Давай, давай. Она сегодня упала пустая, не может встать. Господь сам разберет, ладно или не ладно, я живу. У нас бабка пошла во хлеб одна. Тишина была, школу не учились еще. Она говорит, молитесь, рабетишка. Пошла, да. Они молились, а старший поглядел на младшего. Он неправильно молится. Мать заходит, он говорит, мамка, Петрушка-то неладно молится. А тот поворотился, да. Тебе какое дело, Бог сам разберет, ладно или не ладно. А тоже и мне пусть Бог сам разберет. Молитву, только молитву. Один сказал, говорит, я, говорит, в космос летал, да нигде Бога не видал. Фу! Не нашему брату видеть Господа Бога. Не нашему брату. Не дожили до того. Да. Ты я была святый, крепкий, святый, как появился. Святый я была святый, крепкий, святый, как появился. Святый я была святый, святый, как появился. Господи Иисуса Христа, святый. Иисуса Христа, святый. Иисуса Христа, святый. Иисуса Христа, святый. Все, поечку, все надо ходить. Своих, Господи Иисуса Христа. Ты не будешь. Господи, Господи, не бойся, не бойся, не бойся, Господи Иисуса Христа. Молитву читали, святые Божьи, святые крепкие, забудьте на Иисусу молитву, Господи Иисуса Христа, Сына Божия, помилуй меня грешного. Можно Иисусу молитву. Знаете Иисусу молитву, нет? Да, если знаете, так вот, хорошо. Ой,